Э, Просматривая Facebook, сообщения в Фейсбуке, столкнулся вот с заметкой Лёма Чабаева. Я этого товарища, по правде сказать, не знаю, никогда с ним не встречался, не имел с ним контакта. Но в Фейсбуке нет-нет, да бывает его что-то публикации или о нем, или он сам. Лёма Чабаев. Я не знаю, кто он такой. Кто-то из тех оппозиционеров, то есть так называющих себя противников режима Кадыровых, где-то здесь, в Европе, видимо. Чем они занимаются, тоже мне неизвестно. По Ютубу, по этим публикациям знаю Закаева так, заочно, конечно. И Дигу я знал более близко, поскольку что в юности на Катаяме нам приходилось встречаться, видеться, хотя дружбы или контакта близкого мы не имели, но встречались. Потом он, когда был у Дадаева в парламенте, тоже встречались мы несколько раз. Делал он некоторые предложения, там помогать им. Правда, я их предложения не принял, на том и у нас это все прервалось. Теперь, значит, они где-то тут в Европе, я тоже в Европе по принуждению, по обстоятельствам. Значит, Чабаев, Лёма, буду называть его Лёма, кто интересуется, может в его публикациях в Фейсбуке найти, пишет такую заметку «Чеченская сансара». Сансара – это из индийской религии, индуизма, перерождение, реинкарнация, перерождение души, то есть реинкарнация. Нирвана, выход из перерождения. У них есть такие самые учения, чтобы в какой-то жизни стать благодетельными людьми, чтобы не быть в сансаре, чтобы не перерождаться каждый раз. Это религиозное учение индуизма, но данная публикация не относится к учению индуизма, к религии, а она имеет политический окрас. В политическом окрасе сансара перерождение присуще во всех политиках, можно сказать. Они постоянно перерождаются. Или, как принято говорить, выражаться, переобуваются на лету, на ходу, на бегу, в нужном им ключе для того, чтобы объегорить людей, объегорить народы. Вот это их сансара присутствует в повседневной жизни, в политическом плане. И вот что тут пишет. К посту Хусейна Исханова, бывшего адъютанта Аслана Масхадова. Я этого Хусейна Исханова тоже не знаю. Адъютанта у Масхадова тоже, наверное, много было. Вот что пишет якобы Хусейн Исханов. Со временем, вернее, я пришел к самому неприятному выводу. Не об империи, а о нас самих, о чеченцах. Мы научились выживать, но разучились сопротивляться. В этом выражении призыв к сопротивлению, призыв к борьбе, призыв к войне, к так называемым эксплуататорами, захватчиками, завоевателями, то есть российской стороной. Вот. Возникает естественный вопрос. Хорошо, можно всю жизнь воевать. Разве война только для войны?
Борьба разве для борьбы? Драка разве только для драки? Каков результат, какой итог? К чему стремятся этой войной, этой борьбой, этой дракой, этим противостоянием? К чему стремятся? Что результат этой борьбы может принести отличие от того, что существует уже? Вся беда в том, что ничего, кроме уничтожения народа, абсолютно ничего, кроме уничтожения народа. Но каждое сопротивление, каждая вот эта борьба, каждая вот эта драчка уничтожает народ. То есть сионисты, сатанисты, фашисты, у них есть цель уничтожить народы, кроме самих себя, любимых. И халуев своих, типа Кадырова, типа вот этих оппозиционеров. У них это цель, чтобы вот такие козы возглавили какое-то быдло это скот, и повели их на убой. А там в мясокомбинате калитка есть такая, которая выпускает коз, а быдло, который за этими козами идет, их на конвейер пускают, на убой. Вот такая расстановка. И этим сионисты давно пользуются. Так и имам Шемиль постоянно выходил целым невредимым из каждого боя, сражения. Так и чеченские боевики, лидеры Хаттаб, там Басаев, другие выходили. Но когда уже использовали их, когда уже народ несколько уничтожили, тогда бывает, что и этих коз тоже убивают. Или бывает случайно, попадает снаряд или пуля в них, тоже бывает смерть. Никто не гарантирован от смерти. Но главное, что они помогают сионистам исполнить свои цели, свои задачи, уничтожение народа. И что обещается в случае победы вот этой самой борьбы, войны? Ничего иного, кроме той же самой системы эксплуатации, кровопития, уничтожения, угнетения. Ничего иного не обещается и не сулится. Разве в Чечне при Дудаеве не был суверенитет, хотя и, можно сказать, в кавычках, был суверенитет, декларированный, хотя и не признанный, но декларированный суверенитет был. И что же? Что пришло взамен постсоветскому? Ничего, кроме Нахбадор Алтадор, поедание пенсии, убийства, рэкет. Что иное принесли вот эти революционеры, суверенитетчики, Ичкерии? Ничего, кроме вреда народу. Народ раскололся, народ разделился на позицию, оппозицию. И каждая сторона, дудаевцы управлялись из Кремля, оппозиция управлялась из Кремля теми же самыми сионистами. И тех, и других вооружали сионисты-сатанисты Кремля, кураторы, КГБ, ФСК, затем ФСБ, ГРУ. Так уничтожали народ. Что народ имел от этого? Ничего, кроме вреда себе, кроме самого собственного уничтожения. И тут разучились сопротивляться. Наверное, народу уже надоел этот бардак. Надоел уже. В результате борьбы, войны, ничего иного лучшего
народу не светится, кроме как уничтожение. Теперь, значит, далее тут пишет Чабаев. В духовной практике индуса есть термин сансара, вечный круговорот рождения, смерти и перерождений. Да, у индуса есть это, и очень правильное это понимание. Так и происходит в жизни. Каждый человек – это есть перевоплощение. Душа его уходит и приходит для того, чтобы набрать багаж испытаний на земле для судного дня. Каждый человек своим приходом на землю набирает багаж. Жизнь для испытаний, для судного дня не только один раз дается. Если бы только один раз давали жизнь, то и, собственно, и багажа не было бы у многих. Ведь и в утробе дети умерщвляются, и при рождении умерщвляются, да и не доживают до зрелого возраста. С чем они придут на судный день? Ни с чем, не будет у них. Иные стараются это оправдать тем, что якобы такие души будут сразу в раю. Нет. Каждая душа должна заслужить этот рай. И ад тоже должен заработать своим поведением, своими делами. Так что Бог в этом плане не такой, как люди. Кому-то там благо, кому-то там наказание. Нет. Бог справедлив, поэтому условия равные. Значит, сансара – это некое колесо для белки, это по Чабаеву, в котором жизнь бежит бессмысленно и безостановочно, и душа рвется к освобождению от страданий и рутинного мира. Как же стремится он освободить себя? Человек, душа, признанием заповеди Бога Всевышнего, признанием Его истинности, признанием, что Он рожден для искушения и испытаний, для служения Богу Всевышнему? Нет. Он старается освободиться, став самому царем, королем, угнетателем над другими. Каждый стремится самому стать царем-королем, чтобы угнетать других. И никто не думает быть равным на единой платформе, на единых условиях. Одинаково зависимыми и одинаково независимыми. Зависимыми от Бога и независимыми от сатаны, от мирских благ. Никто не желает. Каждый старается вознести себя, любимого. Вот таким образом люди не находят единства, сплоченности для того, чтобы создать для себя земной рай. Каждый хочет быть королем, царем, депутатом, министром, бургомистром, президентом. И не объединяется с другими для того, чтобы освободиться от иго сатаны, сионистов-сатанистов. Далее вот по Чабаеву. Жизнь чеченца и есть сансара. Тут правильно будет сказать, что политическая сансара. Меняется он по интересам. То туда, то сюда, как вертихвостка. Вчера мы, множество из нас, были борцами за свободу. Сегодня мы тоже множество, послушные мамлюки, паханата. Вчера мы шли на гибель ради великих национальных идей, а сегодня мы тот глупый пингвин, который робко прячет тело жирное утеса. Это буревестник Горького, призыв к революции.
были революционеры или борцы, но опять-таки чего достигли? К чему стремились? К Богу, к Аллаху? Нет. К власти, чтобы угнетать народ. Что сделали закаевцы, там, в целом дудаевцы, басаевцы, гилаевцы, хатабовцы и прочие? Воровали людей, детей, бизнесменов так называемых. У кого деньги есть, они сразу тут же его крадут и вымогали деньги. Не работали, не жили честным трудом, а только выколачивали друг у друга через насилие деньги. Вот это и есть то свобода. Да, для чеченца это и есть свобода. Творить, что ему вздумается, жить, как ему хочется. Не быть смиренным перед Богом, не быть покорным Богу, а жить, как ему вздумается, бандитом. Далее. Даже диванных борцов осталось мало. Я один из них сегодня, хотя не валялся в тепле и уюте в наши лихие времена, говорит Лёма Чубаев. А сегодня? Сегодня я и все никто. Пенсионер с ежемесячным 70-долларовым приходом на счет. И мярик с дипломом от русских университетов. Бич, бывший интеллигентный человек от прошлого. Чело не век без родины, блага и связи с семьей. Такова сансара моя. А где Аллах? Разве Он отсутствует где-то в какой-то точке земли? На востоке или на западе, на севере или на юге. Аллах отсутствует разве? Разве не под Аллахом мы находимся каждочасно? Все под Аллахом. И все всегда должны помнить и служить Аллаху, а не лично своему эго, для своего брюха, для своих страстей. А Аллаху должно служить. И Он дает эти блага. И Он делает рай на земле. Но и не тужу. Бессмысленно это, говорит Лёма Чубаев. Да и от людей не жду ни жалости, ни пощады. Ну, тут уже крик души, как говорится. Отчаяние, может быть. Что Аллах-то оттолкнут, а люди-то не сделали царем, королем. Бросили. После того, как поняли, что ничему хорошему не ведут их. Два дорогих мне товарища укоряли меня в недавнем прошлом, пишет Лёма Чубаев. Гигант революционной мысли Мейрбек Тарамов требовал: пиши, вспоминай для потомков, ты же видел все. Хусейн Исханов, добрейшей души чеченский пассионарий, ты отстранился от борьбы, не валяйся без применения мозга и способностей. Якобы говорили Чубаеву, Лёме.
Оба брата правы. Повинуюсь, каюсь, говорит Чабаев. Мне звонят, отрывают от усердной работы над очередным пасквилем на власть Москвы и Грозного. Встаю из-за стола, ухожу вглубь радийного коридора, Прага, радио, свобода, чтобы не мешать коллегам. Значит, он где-то на радио работает. Радио Свобода. Должно быть так. Алло, Лёма, это ты? Да. Салам алейкум, я Магомед. Проезжал через твой дом, Лома-Зюрт, и встретил случайно твоих родных. Они такие хорошие, интересные. Тоже ялхой, оказывается, как и я. Ты почему их бросил, оставил семью и уехал? Магомед, ты разве не знаешь, что таких, как я, убивают? Я же критик. Ты же не живешь в небесах, полагаю. Я среди людей живу, а ты бросил всех и спрятался от них подальше. А как тебя еще раз? Это он Чабаев спрашивает имя. Как тебя еще раз? Магомедия, ты родных своих бросил и бегаешь там, гибат на людей делаешь. Гибат – это наговоры, грехи. На людей делаешь, на своем, как его, на радиомаршу. Радиомаршу – это свобода. Магомед, у нас же каждый пятый. Ты какой Магомед? Это Чабаев спрашивает. Я же говорю, я Магомед. Я Лёма Чабаев, сын Тёпсарки из Ялхой, Лома-Зюрт. У тебя есть фамилия, Тейп, село родовое? Магомедия из Гельдегена, Даудов, председатель парламента Чеченской Республики. А, лорд? Ну тут не надо говорить лорд. Морда. Это не лорд. Лорд в английском языке бог. А это морда. Притом самая такая гнусная морда. Так бы и начал. Мы разные, мы очень разные с тобой. Ты женился на проститутке, льете вместе грязь на нас. И конец связи. Но что касается морды, то он сам проститутка. Больше, чем проститутка. Проститутка еще и совесть имеет. И жалость человеческую имеет. А вот это сионистская проститутка. Шалава, шавка, тявка. Морда, Дурда, Делимханов, Юлька Кадыров. Все это шавки, тявки там, сионистско-сатанинские. Я никогда не называю его лордом и Магомедом даже. Это есть морда. Морда. Жуткая сионистская морда. Далее пишет Чабаев. К вечеру узнаю, что рано утром мамлюки перебросились через закрытые ворота, ворвались в дом моей сестры, которая живет одиноко в отцовском доме, и уволокли ее, а также дюжину моих родственников, в том числе и великовозрастного служителя мечети, троюродного брата, Грозный, в кабинет морды. И разговор со мной, оказывается, велся на громкой связи при моих близких. Это тактика шайтанов Чечни, власти Кадырова. Шайтанов. Это тактика. Более того, они убивают для того, чтобы сделать больно, заставить
подчиниться себе, своего противника. У меня жену убили, притом убили не прямо вот сами кадыровцы, Дауду, мордой, дурдой, а через сноху ее. Через сноху моей жену мою убили. И братья тоже психологически довели ее до болезни. Братья, собственные братья, которые тоже вот ичкеринцами, вот этими кадыровцами через свои бизнесы, спекуляции, через свои дела связаны тесно, через своих родственников связаны. Они ее убили. Потом еще в больнице довели до кондиции. Это делается. Ничего большего эти шайтаны, прихвостни, не могут со своим оппонентом, со своим противником делать. Они не имеют ни совести, ни ума, ни разума, чтобы вести диалог. Нету у них, ничего нету. Пустота. Только вот жадность, алчность и мерзость. Из этих компонентов и кровь в их жилах. Из алчности, жадности и мерзости. Вся их кровь. Далее тут Лема Чабаев пишет. Это один из многочисленных третирований власти, придержащих. Есть еще и фильмы, где я подонок, сволочь и дрянь. Вот такой завидный бэкграунд. Сопоставим сцену с другой. Глубокая ночь, телеграм, стрим, надрывно густой чеченский. Борцы за свободу со всех концов Российской Федерации и Европы рассуждают. При новой власти все должно строиться на шариаты и сунны. Сочинять ничего не надо. Коран все объясняет и подает цельную форму государственного устройства. И ничего лишнего не надо. Мы не пойдем тагутским путем Ичкерии. Тут надо опять сделать примечание. Шариат той редакции, которой пользуются люди, это уздечка для коня, для управления религией. Уздечка. Если конь есть религия, дин, то шариат, чеченский мул, шайтан мулов, это есть уздечка, чтобы управлять этой религией, управлять народом. Себе в угоду. Не для праведности, не для справедливости, а только для себя угоду. Власти угоду. Это не шариат. Это уздечка. Я чело эмоциональное, маловыдержанное при таких темах. Вклиниваюсь. Дали слово. Парни, дает ли нам цельную форму шариат? А разве не нужны государству, министерства, господпорядок, дипломатия, культура? Как можно без министерства и светского чиновничества? Понимаете? Хрен редкий, как говорится, не слаще. Там шариат управляется сатанистами, подмяв под себя, сделал ее уздечкою, чтобы управлять религией и народом, чтобы также пить кровь через этот шариат. А тут опять, как говорится, 25. То же самое чиновники, те же самые кровопийцы, президенты, министры, депутаты, юристы, экономисты, спекулянты, мздоимство, все, что
присутствовала при Саудепии, присутствует ныне, так и старается перенести ее в новую форму власти. Разве это будет новая форма? Жиды, сионисты, сатанисты, сотворив революцию в России и постсоветском пространстве, уничтожили, то есть перелицевали капитализм под такой же социализм. Если капитализм открыто эксплуатировал, поедал людей, то социализм в скрытой форме поедала, эксплуатировала. И что же произошло далее? Строили социализм, потом развитой социализм, потом переразвитой социализм, так как до коммунизма и не добрались. Потому что и не хотели создавать благо для народа, а создавали форму эксплуатации, мздоимства, поедания, кровопийца. Это была форма. Форма меняется, как меняется часть лицевой на закрытую, пиджака, перелицовка делается портным. Так и вот тут произошло. Строили как социализм, потом развитой социализм, потом переразвитой социализм. И не добравшись до коммунизма, перескочили опять обратно назад в капитализм. Опять то же самое. Опять 25. И вот тут опять то же самое. Из этого капитализма советский социализм. Мздоимство, поедание. А где Аллах? Где Бог? Разве ему нет места в своем творении? В человечестве, которого он сам сотворил. Аллаху нет места? Нет. Оказывается, нет места у Чабаевых, у Закаевых, у Идиговых, у других. Нет места, для Аллаха нет. И те, которые шариат, там, религию проповедуют, и те тоже не Аллаха подразумевают, а подразумевают сионистов, сатанистов. Правление сатаны. Превратив шариат в уздечку для управления религией и народами. Так что и с той, и с другой стороны ни к порядку, ни к человечеству, ни к коммунизму или земному раю, а эксплуатации, к земному аду. Ты случайно не из Ишкаринцева, это вопрос тех шариатчиков? Этот говорит, да, все с тобой ясно, ты из прошлого века, вы мало с исламом дружите, ахинею не неси. Ахинею несут и те, и другие, однако. Момент третий, последний, самый беспросветно жуткий, пишет Лёма Чабаев. Лично знаком с тремя главными ветвями чеченской европейской политики и мною в отношении их лидеров. Закаева знаю, Идигова тоже, с Жамбулатом Сулеймановым почти в приятелях. За каждым из них люди, беда в их несовместимости. Я и маслаатчиком между ними некогда выступал по просьбе уважаемых людей и в эфир их выводил с целью примирить. В итоге все стороны отвергли мой маслаат вместе со мной. Для Закаева я политический хиляк, для Идигова предатель Закаевец, Сулейманов молод, и я ему симпатизирую. Беда в нашей разобщенности и как склеить зеркало нашей мутной прозрачности.
чем вот эта разобщенность? И разве каждый из этих Закаев, там, Идигов, или вот этот самый Сулейманов и прочие, Таипов, кажется, еще есть там. Я, в принципе, их не знаю никого, как я вот сказал, Идигова когда-то встречал, Закаева так по эфиру вижу, но лично я с ними не знаком, да и они со мной не знакомы и не желаем друг друга видеть, знать, наверное. Они во мне видят большого врага себе. Вот, поэтому у нас нет личного знакомства. А вот разобщение их как раз заложено в их программах. Разобщить народ, разделить, расщепить и разбить, уничтожить. Не объединить, подчинившись какой-то стороне другой хотя бы, а каждый, представляя себя королем-царем, разобщить, разделить, уничтожить, призывая к борьбе за какую-то свободу, мнимую, мистическую, уничтожить, исполнить заказ сионистов-сатанистов. Их цель – уничтожить народы, разобщив их, разделив, посеяв вражду между ними, уничтожить. Как это в Чечне сделали, как это сейчас делается в Украине, в России, как везде по миру происходит процесс. Разделяют, стравливают, уничтожают. Разделяют, стравливают, уничтожают. Сами евреи, сионисты же, ни с кем практически не воюют, кроме как с Палестиной. А всюду происходят войны междуусобные. Через вот таких лидеров, как вот эти Закаев, Джамбула, Сулейманов, Идигов, Таипов и прочие. Через них делается все. Разделяют, сеют вражду, озлобляют, стравливают, уничтожают. Евреи-то мудрый народ, по-сатанински. Ничего доброго от них не исходит, но в злодеянии они превосходят всех. В злодеянии, в лицемерии, в коварстве. И вот эти прислужники их и есть помощники этой сатане, этому сионизму, сатанизму, фашизму. Это помощники. Не к Аллаху, не к единству через Аллаха призывают. Не для народа они стараются, чтобы народу дать свободу, народу дать благо, а для себя через исполнение заказа сионизма. То есть каждый стать царем, падишахом, королем, премьером, президентом, министром, бургомистром и прочим хреном. Далее, беда в нашей разобщенности и как склеить зеркало нашей мутной взрачности, пишет Лема Чабаев. Никак. Этой демократии не будет единства. Далее пишет, готовы продолжать бороться многие. Готовых начать бороться тоже много. Но нога ноге мешает. Что делать? С чего начать? Извечный вопрос мыслителей. Маломальски имеющий разум понимает, что в разделении есть поражение. Каждая семья, разделившаяся в себе, уничтожается. Для того, чтобы быть единым, надо быть смиренным, покорным. Если же нет единого, такого праведного в своей семье, в своей среде, то есть же Бог Всевышний, есть же Его посланник, которого Бог послал для того, чтобы объединить и победить зло на земле, создать
благо на земле. Нет, это нельзя, не надо так. Каждый должен быть царем, господарем, падишахом, бургомистром. А как же, если Бог будет царь, как же тогда грабить, пить кровь? В свое время у еврейского народа, народа Израиля, были судьи, которые судили. Как это Мехкел был в свое время у народа вайнахов. Мехкел. Старейшины выбирались только чистые, праведные, без меркантильности. И они судили. В каждом вопросе они разбирались, они давали совет, они давали направление. Так и у еврейского народа были судьи, Мехкел. Но потом они захотели, каждый из этих князьков, который имел состояние, грабил там, пил кровь, захотел стать царем. И начали просить у пророка, чтобы Бог дал им царя. И Бог в гневе дал им царя. Талут, Саул первый был царь Иудеи. И пошло и поехало. Были праведные царь Дауд, Сулейман, но лучше-то не стало. При Боге, при правлении Бога непосредственно было лучше, а при царях уже пошло-поехало. После Сулеймана, Соломона, и вовсе царство разделилось на две части. На Израиль, на Иудею. А каждая семья, разделившись, уничтожается. Царство Израиля 10 колен, царство Иудеи, значит, 2 колена, Иуда и Беньямина. Израиль первый уничтожился в 722 году до нашей эры, потом уже Иудею уничтожили. Так вот, разделение не приносит ни пользы, ни победы, ни торжества человечеству. И тем более войнахам не принесет. Войнахам. Я говорю войнахи. Чеченцы – это позднее название, чеченцы, от Шашан. По имени человека из колена Левия, народа Израиля. Шашан, Цацан, Сасан. А войнахи – это древнее название. Ваннахи, Вайнахи, Ваннахи, Ванское царство, Урарту. Оттуда идет. Всячески старается разделить, разобщить народ Чечни, стравить. Даже идеологически стараются стравить его между собой. Далее тут пишет Лема Чабай. И напоследок, молодым, мечтайте, боритесь и не бойтесь последствий. Вникайте в слова. Мечтайте, боритесь и не бойтесь последствий, которые вас ждут. Если бы начинать с изного, не поменял бы из своей жизни ничего. Простите за откровение, сансара победима. Нет, политическая сансара чеченцев непобедима, если ее физически не уничтожит. Сама через разум, через опыт, она не исправится. Как было сказано в книга «Кавказцы» 1750-870, кажется, книга, чеченцы обладают оплошным непредвидением, ведущим их к явной гибели. То есть они не делают выводы из опыта прошлого, из жизни, из поражений,
из страданий, из мучений, из войн, не делают выводы. Не думают они. Случилось, уничтожили. Давай сначала. Тем же путем, на те же грабли. Опять 25. И вот тут он говорит, не бойтесь последствий. Он-то сам не пострадал от этих дел. Семья мучается, соседи мучаются, народ мучается, уничтожается. А он, не бойтесь, повторяйтесь обратно, до последнего чеченца, чтобы никого не осталось, и чтобы только евреи, иудеи, сионисты, сатанисты блаженствовали на земле, чтобы для них очистилась земля. Ляма Чабаева ни словом, ни намеком не упоминает Аллаха. Ни словом, ни намеком не упоминает заповеди Аллаха. Ни Коран, ни Библию, ни Евангелие, там, ничто иное. Даже иную религию, кроме вот сансара. Если же народ не выберет себе Аллаха, плюнул на всех, то они уже, считай, мертвый народ. Неминуема смерть этого народа. Аллах многие народы уничтожил, без следа, кроме археологических там следов. Уничтожил. Для него это не проблема. Для того, чтобы уничтожить один народ, у него есть много собак. Притом есть сила и могущество возбудить землю, природу, болезни, голод. Он свои цели мгновенно, без всяких проблем может достигнуть. Он заставит подчиниться. Заставит. Ни Лёма Чабаева может быть, ни Закаева, ни Идигова может быть. Но людей заставит он подчиниться, объединиться вокруг своего посланника. Посланника Бога Всевышнего, которого прислал для того, чтобы очистить землю и установить порядок на земле, чтобы все жили в достатке, все, чтобы были в здоровье, и чтобы все были праведные, а не политики, не бизнесмены, ни юристы, ни экономисты, ни бургомистры, ни президенты, ни короли, ни цари. Достаточно одного царя, Аллаха, а остальные должны жить одинаково, без излишеств. Без излишеств. Одинаково должны жить. И будут жить. И будет такое царство, царство на земле, царство Бога Всевышнего. Как бы кто ни стремился стать королем, царем, кроме Аллаха никого не будет. Ни царя, ни падишаха, ни бургомистра. Никого. Все будут жить одинаково. С равным трудом, с равными возможностями, с равным достатком. Без собственности. Ни на домов, ни на землю, ни на какие-то движимые имущества. Аллах это сделает. Кстати, и коммунизм от утопии Томаса Мора был оттуда. Предполагалось жить вот таким образом, чтобы не было ни собственности, ни лишних там богатств, а чтобы было все общенародное. Общий достаток, чтобы был, общие блага, чтобы были для всех. Но же сионистам, сатанистам разве это надо? Нет, им надо, чтобы они управляли, чтобы они пили кровь, чтобы они угнетали, чтобы они уничтожали. Им такая власть нужна.
И от них вот эти наши политические деятели, лидеры, так называемые, каждый стремится на высоту, чтобы перед ним преклонялись, чтобы ему служили. Но этого не будет, не должно быть. Есть один царь, Бог Всевышний, Аллах. Не лишне будет здесь сказать, что перевоплощение вот этих чеченцев, которые называют себя оппозицией к режиму Кремля в Чечне, к Кадыровым, они, как в свое время, как мы тогда еще сказали, той оппозиции, которая была при Дудаеве, что они воссоединятся с дудаевцами, то есть ичкеринцами. Они тогда еще и возмутились, что, мол, в горах там бегает несколько человек, что там, собственно, не с кем объединяться. Я им сказал, если даже там будет 2-3 человека или 1 человек, это не важно, что их власть вернется, и вы воссоединитесь с ними, поскольку вы не с Аллахом. Цель каждого из вас – стать лидером, стать королем-царем, чиновником, ничто иное. Так и сегодняшние оппозиционеры, которые в Европе вынуждены уехать из Чечни, из России, и в Азии, в том числе на Кавказе, Турции, Грузии, Армении, там прочих местах, они все, которые не хотят быть с Богом Всевышним, с Аллахом, воссоединяться с теми же кадыровцами, ибо третьего не дано. Есть Аллах, его посланник, есть противники. Есть противники. Третьего не дано. Не будет таких, которые считают, что их хата с краю, и что они могут примкнуться к кому угодно, к выигравшим, победившим. Такого не будет. Кто не со мной, тот должен будет примкнуться к своим оппонентам, своим противникам, то есть сионистам-сатанистам. В Евангелии сказано, так, написано: «Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Это слова Бога Всевышнего, слова Аллаха. Те, которые имеют какую-то веру, но не служат Богу Всевышнему, а бегают за своими земными страстями, у тех отнимется то, что имеют они, и веру, и добрые дела, отнимется. А те, которые на пути Бога Всевышнего, им будет дано еще больше. И те, которые не хотят царства Бога Всевышнего, будут уничтожены, ибо обещано царство на земле Бога Всевышнего. И да будет его воля, да будет его царство на земле. Аминь.